Ну вот я и прилетела в яблочный город в поисках адреналина, незабываемых эмоций и вообще чего-то нового. В общем, прошерстила я интернет и поняла, что в Алматы огромное множество экстремальных туров. Но для себя я выбрала, на мой взгляд, самый экстремальный. Он называется «4 сезона». Как обещают организаторы, всего за 4 дня можно ощутить прелести всех 4 времен года – зимы, весны, лета и осени. Первый день – это зима. Я должна взобраться на снежный или даже ледяной пик 4000-ник. В Алматы их немало. Тур можно конструировать под себя, легкий или совсем тяжелый. Поэтому я пойду на пик поменьше. Попробую совершить восхождение на 3 брата. Как говорится, just do it! Доброе утро! Вроде проснулась ни свет ни заря, а выспалась как? Кофе выпила, губы накрасила, полдела, считай, сделано. С собой берем крем от загара на лицо, панаму на голову, ветровка, трекинговая обувь, палочки, солнцезащитные очки. Охота на зиму началась. Сейчас мы находимся в самом начале пути на Кукжанляу. И здесь у нас знаменитый указатель, который задает тот самый философский вопрос: быть или не быть, или какой путь вы выбираете? Красивый, но сложный? Или легкий, но не очень красивый? Как думаете, что я выберу? Ну, конечно, не сюда мне. Итак, мы прошли всего 100 метров, а я уже устала. Путь, я вам скажу, не самый легкий, но как красиво все вокруг. Если честно, забываю про отдышку, когда смотрю по сторонам. Зато чувствую все мышцы, которыми обычно не пользуюсь. Пока только одни плюсы. Какая красота! Смотрите, мы идем вон к тем вершинам. Видите, где снег? Классно! В горах по-прежнему весна. Теплый плед и горячий чай – это самое настоящее счастье в горах. Друзья, знаете, мы шли вон к той вершине, там, где 3 брата, но нас гид уже развернул, потому что мы немножко не успели по времени. Для того, чтобы мы не спускались в темноте, мы разбили небольшой лагерь и скоро пойдем вниз. Твою невероятно приятную усталость. Я восхищена всей красотой природы, которую сегодня увидела. Чувствую, что живу. И все-таки есть у яблочного города неописуемая энергетика. Здесь всегда уютно и тепло. Мне нравится тут прогуливаться, кататься, сидеть на летниках. Люблю Алматушечку. Классно, раз, 2. Все? Я готова. Поплыли. Боже мой, вы посмотрите, какая красота! И плюс ко всему мы плывем. Смотрите, плывем. Ветер дует. Свобода и тишина. Мне просто не хватает слов, чтобы описать все свои впечатления. И еще хочется отметить, что, во-первых, тур подбирали специально под меня. И так как я новичок и немножко трусиха, мы не стали ехать сразу на Тургень, где бурлит, течет река, а приехали сюда на не менее мощную, но более податливую и спокойную Или. Вода – стихия непредсказуемая, да и я не мастер. Боюсь, чего греха таить. Смотрите, как руки трясутся. Вы готовы, ребят? Да. Вперед, поехали! Ну, экстрим так экстрим. Это будет моя личная победа.
Сегодня у меня второй день рождения. Поздравляйте! Как красиво! Мы приехали на плато Осы. Вот это мой скромненький домик на сегодня. Я сегодня впервые буду ночевать в палатке. Мне кажется, у каждого в детстве была мечта о подобном приключении. Жаль, что камера не может передать сияние звезд. Это просто волшебно. Их здесь тысячи. Ощущение, будто можно достать рукой. Это всего второй день приключения, но поверьте, эти минуты стоят целой жизни. Доброе утро. Я вроде только что уснула, а уже рассвет. Но зато какой он. Ну что ж, новый день, новое место, новый сезон. Сегодня третий день нашего экстремального тура. Велопробег по плато Осы. Если честно, я даже не представляю, как это будет, потому что не умею кататься на велосипеде. Но ведь можно найти выход из любой ситуации. Озеро Бартугай – финальная точка нашего путешествия. Я обратно поменяла коня на велосипед, но таки не удалось научиться ездить. Этот момент я исправлю. 3 дня, 3 сезона, завтра 4-й. Уже 50 километров пути на велосипеде пройдено. Я невероятно собой горжусь, я не могу поверить в то, что это все происходит со мной. Понимаете, всего 3-й день, 3-й сезон, а ощущение, как будто бы я живу в экстриме уже целый год. А завтра ведь еще трекинг, и наступит осень. Мы приехали на одно из самых красивых озер Алматинской области – Кульсай. Есть еще второе, оно находится немного выше. Мы идем туда. Подъем ко второму озеру оказался намного проще, чем я этого ожидала. Да и трекинг проходит в таком живописном месте, я в восторге. А еще в предвкушении, потому что мне кажется, что озеро должно быть просто прекрасно. Я сделала это! Вы видите? Это Кульсай 2. Мы пришли сюда. 8 километров легко. Как же здесь все-таки здорово. Налюбоваться просто невозможно. Но все равно пора спускаться вниз к озеру Каинды, ведь там нас ждет отдых у костра. Тысячу раз видела это место на фото и видео, но нахожусь здесь впервые. Нет слов, одни эмоции. Уникальность озера в том, что из него ввысь тянутся красивейшие хвойные деревья, словно балерины, высокие и стройные. Удивительно, что после затопления долины лес, росший в ней, не был уничтожен, а образовал уникальный пейзаж. Любуйтесь и наслаждайтесь.
экстремальный тур подошел к концу в таком красивом месте, мне даже грустно стало. Я-то думала, что сказке конец, и немного взгрустнула. Но нет, организаторы объявили о сюрпризе. Нас повезут на горячие источники. После всех насыщенных дней это бесценный подарок. Теперь мы сможем восстановить силы и даже поправить здоровье. Так что welcome to горячие источники Чунжа. Нет ничего лучше, чем купание в горячих источниках Чунжи после 4-дневного путешествия. Впечатление мое такое, это просто вау! Стоит попробовать каждому. Сейчас объясню по отдельности. Я каталась на велосипеде, была на рафтинге, ходила в трекинг, и это было все в разное время и очень круто. Но когда это все заключено в 4 насыщенных дня, ощущения просто неописуемые. Все эти экстремальные виды спорта аккумулируются в супер эмоцию, и ты просто взрываешься. Тур длится всего 4 дня, но по ощущениям я будто год в путешествии. Даже не знаю, как описать, я просто поражена.